Запись началась. Ну, конечно, сразу я вам благодарю, что согласились ответить на мои вопросы. И сначала представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Сергей Лепко, я администратор украинских Викицитат. Вот, Вы откуда? Сам родом с Ивано-Франковской области, город, Можно на меня смотреть. город Долина. Вот, работал в Харькове, вот, тоже с харьковскими википедистами общался более. С этого года в Львовской области работаю. В Викицитатах вы давно? Так серьезно, скажем так, с 2015 года. Солидный стаж. С февраля. Мгм. Что вас привело туда? Я как бы начинал обычно, как обычно, с Википедии, смотрел там, для меня это как бы тоже сложно было сначала. Я пробовал как бы редактировать там ошибки, исправлять грамматические, там простые. Потом пробовал как бы даже тоже свои статьи, то переводил с русского языка, русской Википедии часто. Даже, возможно, нет таких статей, которые не интересны нашим, потому что там какая-то там у нас Авакова какая-то архитекторка была, я думаю, в своем там городе небольшом. Я думаю, что не очень интересно, но просто я как бы пробовал и так немножко, а потом же пробовал, чтобы ближе к вот в чем большой вопрос, как бы найти свою заинтересованность. Я старался найти в своем кругу, как бы, что интересно мне, возможно, и рассказать людям с моего круга знакомств. Вот, например, я начинал с интересного, то, что мне, это своего завкафедры, потом отделу, который я обучался, я инженер по горному делу. Вот, и я его как бы, он у нас лауреат государственной премии с науки и техники. Соответственно, он значимый персонаж, и можно про него о нем написать статью. И Викицитаты как? Викицитаты, тут сложнее, как бы он интервью не такой человек. Я помню, даже он говорил, что вот у него простили как бы интервью, рассказать, вот какие у нас есть там запасы тоже нефти и газа там. Но он отказывался, потому что вот это как бы тоже секретная информация, чтобы не говорили, что вот еще в отставку уйду, потому что это тоже как бы Интересно. Да, чтобы не надо раскрывать такую полную информацию. Расскажите, пожалуйста, о сути Викицитат. Что это такое? Что собой представляет этот проект? Викицитаты у нас как бы это отрывки, крылатые выражения авторов или выдержки, отрывки из книг, фильмов. Желательно это как бы чтобы автор, редактор, скажем, чтобы он не сам участник проекта написал, а вот на основе каких-то источников, СМИ, которые подборки, вот как и в Википедии, как бы есть некоторая, скажем так, значимость этих источников, так же самое и тут есть как бы какие-то сборники крылатых выражений. Вот он имеет большую ценность для нас, потому что как бы редактор, какая-то коллегия редакторская, возможно, они выбирали самые лучшие, интересные, возможно. А когда автор сам с интервью берет, надо смотреть, насколько эта цитата интересная, она имеет хороший смысл, она не повторяется другими авторами, насколько она оригинальная, да. Такая вот сложность, как бы, и тут я бы даже, если сравнивать с русским, там есть некоторые редакторы, которые говорят, вот эта цитата очень повторяется и неинтересно. Но я считаю, как бы, что ценность бывает цитаты не только в том, что она повторяется, а в том, что это позиция конкретного человека. Это политика или культурного деятеля, которого, в некоторой сфере, которой он, скажем так, То есть занимается. характеризует самого человека. Да, вот, например, у меня был тоже небольшой конфликт, скажем так, с админом Викицитата, с одним, что я сделал цитаты Мир Челучевский, там в принципе банальная цитата была о финале Кубка Украины. В принципе, он даже мне говорил, что это больше можно написать, потому что у нас
в Википедии есть статья «Финал Кубка», можно вот тоже давать как бы с пресс-конференции вот цитаты двух сторон, как бы тренера вот о этом матче. А для таких глобальных цитат как бы человека в отрезке всей его жизни, как бы это несерьезный цитат. И потому я, чтобы эту статью не удалили, я искал как бы другие источники, и там в том числе, как он в данном случае Мирча Луческо, как он думает насчет арбитров, насчет пятого арбитра за воротами там против, там, и другие такие как бы, возможно, кто-то тоже такое мнение имеет, но в данном случае это конкретная позиция тренера в той сфере, которой он занимается, и у него опыт есть свой, вот кто-то может и поддержать, или наоборот. Вот в чем смысл еще, я считаю. С вашей точки зрения, пользователями, потребителями этой информации, которая есть в этом проекте, кто является? Это студенты, журналисты, не знаю. Если смотреть так шире, можно начинать как бы как и в Википедию там читать, там еще в школе, как бы, потому что им надо учебники вот смотреть. В Викистатах интересная речь, как бы есть часто, что школьники пишут какие-то свои сочинения, и там должны какую-то некоторую, часто бывает, какую-то интересную, я даже забыл, как это называется, какую-то цитату, как бы, которая может быть раскрывает тему образ этого сочинения, которое пишет школьник, например. И я знаю просто, как моя классная руководительница говорила, что вот хорошая была девочка, она свой дневник, тетради, куда записывала крылатые выражения, как бы. И она хорошо подбирала эту цитату, как бы, и часто ими пользовались так или иначе там писатели в своих сочинениях, или присвята кому-то. Вот, в принципе. Это один момент, вот, в принципе. И я думаю, это и помню, как бы со своего опыта, как бы искал, что подарить учительнице, когда уже закончил школу. И вот мне даже посоветовали вот спровоцировать, что учителя очень любят вот такие афоризмы читать, как бы подумать, обдумать, как бы они, как бы, какой-то смысл они искают, как бы тоже душевно, как бы что-то почувствовать и что-то, какой-то смысл. Потому что это тоже как можно считать классикой. И вы подарили книгу. Да, я подарил книгу, она была очень рада такому подарку. Вот. И как бы это, я бы считал, это классикой, как и классика и классическая литература. Мы с нее берем какие-то умные мысли, мы смотрим на положительных и негативных героев и учимся на их ошибках или примерах хороших. То же самое здесь. Мы ищем какой-то смысл этой цитате и плюс-минус, возможно, они помогают нам в некоторых ситуациях делать правильный выбор. Конечно. В том числе, если это сказал какой-то очень известный, в этой сфере человек, умный, авторитет. Сергей, я повторю вопрос, который задавал на секции. Какая часть цитат украинских авторов и какая часть переводных цитат, допустим, зарубежных авторов или персонажей? Как вы примерно прикиньте. Я так приблизительно считаю, у меня у нас 5300 тысяч цитат, статей, вот. С них больше, кстати, авторов, 3300 где-то уже, кстати, столько, сколько в русском викицитатнике. Вот. Я считаю, что где-то половина, они так не на скидку, потому что очень много я как бы, которые половина на половину, 50 на 50. Потому что многие, которые я добавляю, это как бы со СМИ беру и вот новости какие-то прочитал сводки, там спортивная тематика тоже меня интересует. Соответственно, я пишу спортсменов украинских, которые там, чего-то добились они, там, вот, и говорят о сезоне, там, может быть, это глобальные, какие-то свои, как бы, моменты личные. А эти цитаты, допустим, вот про спорт вы говорите, да, они как-то на темы, под темы
категоризируется у вас, чтобы можно было Найти? найти? Ну, в принципе, ну, тут в данном случае как бы по авторам, авторы, соответственно, спортсмены там, и, соответственно, по ихнему делу, там, футболисты, там, может быть, баскетболисты есть. Я как бы, вот, это тоже методическая фактически деятельность, Мгм, я мгм. создаю новые категории, Мгм. и вот распределяю, как бы, ну, не Ну, только а их. есть там, например, скажем так, э, ну, не знаю, что сказать, ну, скандал, допустим, такая категория есть? Категории такой нет, но как бы такие, скажем так, есть информация такая. Ну, это больше часто с политиками. Мгм. У нас есть тоже там даже, скажем так, местного разлива, потому что, например, я так думаю, в русском Кстати более так консервативный в этом случае как бы считают ну, серьезные там авторы, которые уже точно есть, во-первых, энциклопедически значимые. У нас могут быть авторы, которые часто цитируются, возможно, они еще не доросли до Википедии, но очень их взгляд был растиражирован в СМИ, в том Ага. числе общенационально. Ага. Ну и плюс для того, например, то, что я говорил про скандал, то я сначала создал статью в Викицитатах о авторе, глава районного совета моего района. Вот. Для нас он, в принципе, стал, ну, он значимый, потому что у нас минимум, как бы, руководитель ну, территории с населением 50 тысяч. Вот, как бы, подпадает под это. Я потом, уже после Викицитат, создал его страницу в Википедии. Вот. И там был как раз скандальный момент, он как бы член партии Порошенко, и, Ага. ну и там критика, скажем так, не буду. Понятно. Ну, хорошо. Еще такой вопрос. По авторским правам какое-то отношение имеют эти цитаты к авторскому праву? Бывает ли сложно как-то атрибутировать эти цитаты? Бывают ли недовольные, которые говорят, что не тому человеку принадлежит цитата, либо она искажена, либо ну, в общем, такие моменты. Если насчет авторского права, тут много моментов. Один из моментов, что вы сказали, что есть цитаты, которые приписываются, Мгм. и когда есть ну, некоторые источники, которые точно ну, Подтверждают. достаточно серьезные, что можно подтвердить, что это, например, не Черчилль там говорил что-то про Россию, там часто такое есть что-то, то мы просто их оставляем, ну, как бы в разделе, что приписывается. Чтобы потом Ага. люди посмотрели, они где-то даже если в поиске создадут этот сайт, если зайдут к нам, они посмотрят, что это приписывает, что это на самом деле не он сказал. Ага. Вот, это один момент. Второй момент, если автор... Там специальная метка будет приписываться, да? Ну, Или просто отдельный категория раздел. Нет, просто автор есть, его цитаты, Ага. и отдельным разделом как бы... то, что ему приписывается. Да, ну а потом можно отдельный раздел как бы о авторе, цитаты других авторов об этом. Ну, если еще говорить о авторском праве, тут, конечно, автор, если он давно умер, то его сочинения там большие, возможно, нарезки сочинения, то нет как бы большой нужности соблюдать. Но тут тоже надо смотреть, чтобы мысль была понятна, там в умных пределах. И плюс, если автор современник, понятно, что часто бывает, что у него какие-то сочинения, произведения, видишь, Ага. у него Творчество. небольшое как бы сочинение, видишь, Да, да. то ну как бы стараться не полностью, а там по куплетах несколько, ну где такая наиболее яскравая. И этого уже не будет нарушением. Ну, в принципе, да, там небольшое. Цитата. Небольшую цитату стараться, да. Ага, Вот это ага. соблюдать. Это, мне кажется, тоже очень интересный момент, Да. потому что у нас очень многие авторы умерли не так давно, и по закону Там, материальная как бы ну, я читал просто, у помню, наследников. и в русских статнике, что там говорили, что какой-то длина там 256, ну, не знаю, ну, я не хочу... Там какой-то у вас есть как бы по закону. Критерий. Да, по закону как бы
сколько там приблизительно символа можно использовать нарезку. Там. Ну, Мне насчет кажется. этого я не знаю. Может Ну, быть, я что-то внутренние так- правила проекта, но в законе, скорее всего... Ну, я что-то такое длинная читал просто цитата. в русском цитате. Мгм. Ну, потому что Мгм. Мгм. заглядаю как бы. Надо будет посмотреть. Да, это как бы посоветоваться Уточнить. с активными там не может быть лучше. Ага, Наверное, ага. вот, Ага, ага. насчет этого. А сколько активных редакторов в вашем проекте сейчас? Ну, если смотреть как бы всех, кто редактировал последний месяц, ну, это стандартно плюс-минус 30 человек, но серьезно так активных это тоже бывает. Ну, было Систематически, скажем так, там работающих. 3-4 человека, ну, к сожалению. Ага. Ну, и это переважно это как бы админы, потому что они и активно наполняют, и тоже бывает как бы И они приходят, как-то уходят. специализируются на каких-то темах, на каких-то персонажах? Ну, в принципе, да, бывает что-то и в Вы, Википедии. вы спорт, я так понял. Ну, это Мгм. не только просто Мгм. часто заглядаешь, люблю Мгм. смотреть спортивную тематику. Ага. Есть тоже, которые часто пишут про футбол, и они, соответственно, про футболистов. Ну, это тоже как бы по-разному бывает. Ну, те, кто специализируется на конкретной тематике, Ага. и интересно там что-то перенести с Википедии в том числе, или параллельно вот, написать статью, есть даже ну, такие не сильно активные, ну, не очень опытные авторы там, которые создают страницу о какой-то книге, там, ну, серьезный там зарубежного автора, и отдельно переносят цитаты, некоторые отрывки сразу в Викицитаты. Ага. Ну, как бы это же тоже опыт, в принципе. Не знаю, что есть такой проект, и можно переносить сразу. Ага. Еще, Сергей, я понимаю, что вы не с самого начала в Викицитате, но все равно может быть знакомы, да? Как происходила вот регистрация нового раздела, когда вот только-только начиналось на украинском языке? Как раз организовано. насчет этого очень сложно, потому что там немножко и потеря как бы вот связи, как бы, когда появилась, потому что у нас и другие две, скажем так, даты, плюс-минус там в 2003 году английский раздел появился, а у нас там 2004-2005, я не знаю, как бы судят, или потом, когда выделили окремый хостинг, как бы конкретный украинский раздел, или по первой статье, вот. Мгм. К сожалению, не было, это надо старших авторов, которые там еще при истоке, скажем так. были. Понятно, спасибо. Ну что ж, огромное спасибо за то, что уделили время. И напоследок, какие-нибудь пожелания нашим Авторам, участникам, скажем так, которые хотят делать Викицитату на языке Саха, например. ага. Ну да, это как бы очень сложно, как бы для начала. Для меня стимул был в том, что я понимал, что ну, если такой небольшой проект, как бы, и небольшая дистанция, если смотреть, много там сейчас, ну, плюс-минус активных 50, там, ну, суммарно там 80 проектов, столько языковых. Вот. И как бы там даже не так сложно, как бы, их немножко так улучшить ситуацию среди других языков, там, создать тех там 100-200 статей, чтобы уже как бы Набить руку. да, ну и набить руку, и чтобы проект как бы существовал, как бы, что уже видно было, что есть такой проект. В принципе, и с временем можно и 1000, и 2. Ну, желательно как бы, чтобы это было несколько единомышленников, 2-3, они как бы вдвоем и отца легче бить. Вот. Как бы лучше как бы немного небольшая хотя бы команда, или они параллельно с Википедией этим языком параллельно вот если есть литература, конечно, переносили некоторые цитаты. И тут вот в чем проще, во-первых, тут не надо очень большие статьи создавать. Ну, насколько возможно, есть даже там несколько, это тоже положительный момент, я думаю, в развитии этого языка. Да, Потому да. что это тоже Совершенно авторы, и вот какие-то наброски, в том числе и произведения или этого автора этим языком, или автора перевод там с другого там классика, скажем так, зарубежного или там российского автора. Как бы ничего сложного, ну, начинать, ничего сложного. И
скажем так, и результаты в таких небольших проектах, ну, легче добиться. Потому что небольшая конкуренция, как сравнивать украинскую Википедию, чтобы нам наздогнать китайцев по численности, например, очень много, там 250 тысяч статей фактически, треть еще надо, столько языка имеем. А тут несложно, как бы сотня, 2 сотни, до тысячи, и уже как бы большой потенциал уже имеет проект. Отлично. Дякую. Прошу.